Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Национальное радио Ингушетия, и вы слушаете нас на волне 88,8 FM. Сегодня в студии Национального радио в качестве гостей сами ведущие. В свой профессиональный праздник Милана Манкиева, Инесса Тачиева и Лейла Долова расскажут, как они влились в эту сферу и что же представляет из себя их работа. Сегодня Милана, Лейла и я расскажем вам о том, как мы впервые пришли в эту студию. Мы расскажем вам о своих первых эфирах, о том, что именно нас волновало, пугало, мешало нам двигаться дальше в этой профессии. И я надеюсь, что для вас, наши дорогие радиослушатели, это будет интересная история. За плечами Миланы Манкиевой 5 лет ежедневного интересного контента для своих радиослушателей. В эту профессию девушка буквально влюбилась после просмотра одного фильма. Питер ФМ, из названия понятно, что все дело разворачивается в Санкт-Петербурге, совершенно удивительном, красивом городе. И там все завязано на радиоэфирах, на вот этой ламповой атмосфере, на том, как радио помогает людям жить эту жизнь счастливее и так далее, и так далее. И я думаю, вот как здорово было бы попробовать себя в роли радиоведущего. Получилось бы у меня или нет. Эти мысли не давали мне покоя. Как-то вот подвернулась счастливая случайность выйти сюда работать, и вот чуть меньше 5 лет я здесь нахожусь и считаю, что мне очень повезло. Может быть, я и не планирую, прям всю свою жизнь связывать с радио, но то, что этот опыт был в моей жизни, я очень благодарна. 5-летний юбилей работы на Национальном отмечает и Инесса Тачиева. Хотите научиться поддерживать разговор на любую тему, тогда идите работать на радио, делится девушка. У меня очень много знакомых, и они пополняют ряды мои каждый день. Каждый раз, когда я направляюсь на встречу с кем-нибудь из них, я знаю, что каким бы ни был этот человек, в любом случае я знаю, что я найду вопрос, найду тему, которые мы сможем поднять, о чем мы сможем поговорить. И даже если мне будет не очень интересно на этой встрече, то мой собеседник, он уйдет довольный, потому что люди любят рассказывать о себе. Политики, актеры, спортсмены, режиссеры, литераторы, психологи. В студии Национального бывают люди различных профессий, поэтому к своему очередному эфиру наши коллеги готовятся тщательно. Одно дело, когда ты согласовываешь с человеком список вопросов перед тем, как интервьюировать его, но иногда бывают люди, которые говорят, нет, не показывайте мне никакие вопросы, я люблю неожиданности. И ты думаешь, как бы этот эфир не стал неожиданностью для меня, потому что я могу задать какой-то неуместный вопрос и сесть в лужу. Милана, я подписываюсь под каждым твоим словом. Тоже были такие случаи, когда сюда приходило человек 5, несмотря на то, что микрофоны для гостей только на 3 человек рассчитаны, и мы говорили о государственных закупках. Я, как гуманитарий, человек, закончивший театральный, ничего не понимаю в госзакупках, но тут пришлось и прочитать об этом многое, и распределить вопросы между своими гостями, потому что это тоже очень важный момент нашей работы, не дать заскучать гостю, который находится в нашей студии, особенно если это дети. В этот день, в 1785 году, российский физик Александр Попов впервые попробовал на практике созданный им радиоприемник и продемонстрировал его широкой публике. Сегодня свой праздник отмечают все радищики мира. Не исключение и наше национальное радио, которое охватывает различные точки земного шара. Мы всегда ориентируемся на спрос, естественно, нашего радиослушателя. И очень хорошо, что нас слушают. И спасибо всем нашим радиослушателям. В этот прекрасный день, 7 мая, радио отмечает свой профессиональный праздник. И, конечно, я хочу поздравить всех своих коллег других радиостанций и всех наших радиослушателей, да и вообще жителей нашей республики с таким замечательным днем. Общественно-политические, религиозные, социальные. В эфир выходят самые разные радиопрограммы. Большой интерес вызывают у слушателей так называемый развлекательный жанр, интерактив. Сейчас здесь заняты разработкой новой радиопрограммы, которая, уверена главный редактор Лиза Сампиева, их слушателям придется по душе. У нас ведущие работают над программой «Как это по-ингушски», новая программа. Она больше такого образовательного, ознакомительного характера. Это будут какие-то пословицы, выражения на родном языке. И где будет присутствовать, конечно, эксперт, который будет все это комментировать и давать какую-то историческую привязку. В этой программе также мы хотели бы
научить правильно говорить на родном языке. Каждый день команда наших коллег встречает своих радиослушателей бодрым настроением. Если вы хотите кого-то поздравить, передать привет или просто послушать любимую композицию, то смело настраивайте свой радиоприемник на волну 88,8 FM. Дана Плиева, Магомед Аскиев, Новости 24.